До изобретения пороха лук оставался самым эффективным и доступным оружием дальнего боя. Даже спустя тысячи лет принцип действия остался прежним. Правда, вместо ясени алюминий и углепластик, а вместо оленьих жил фасельфляйт и нейлон. У спортивных луков еще и куча дополнительных приспособлений, в большинстве своем предназначенных для стабилизации выстрела. Система, которая тоже гасит весь лук, когда его вибрация идет. Да, лук настолько тяжелый, сильно бьет, то что вибрацию некуда делать, и все вибрация вот сюда. Это плунжер, который помогает стреле выйти в свой путь. Лидер сборной Якутии Павел Алексеев-Стасов долго подбирал комплектующие для своего композита. Плечи и прицел корейские, база, плунжер и стабилизатор американский. Общая стоимость оружия около 60 тысяч рублей. Это средняя цена для спортивного лука, но в то же время даже топовый лук за десятки тысяч долларов при неправильной калибровке бесполезен. При особо грубой настройке ее можно определить даже на слух. Меня учили, чтобы у меня техника хорошая была. А лук может какой угодно. Но у меня нормальный лук, да. Он держится уже вторую Дети Азии. Он с прошлой Дети Азии. Вот рукоятка, система. Для удобства стрельбы спортсмены одевают специальную защиту: нагрудник, щиток на запястье крагу и нампальчник для натягивания тетивы. На бедре колчан со стрелами. Именно от их качества во многом зависит результат стрельбы. Современные композитные стрелы гораздо выносливее тисовых предшественников, но возраст отражается и на них. Стрельнула немножко плохо, потому что стрелы староватые немножечко. В этих соревнованиях наши лучники больше полагаются на технику стрельбы, а не на матчасть. К началу игр им закупили новые луки и стрелы, да все не те. Привезли, я так поняла, эти корейские луки КАП, которые делаются для начинающих стрелков. Это для детей, для малышей, кто вот только начал стрелять. И стрелы оказались тоже для блочного лука. Это вообще другой вид луков. Для классического лука они не подходят. Охотничьи стрелы это. Несмотря на заслуженную матчасть, сегодня Павел Алексеев-Стасов стал лидером в квалификации среди юношей и побил мужской рекорд республики в стрельбе с дистанции 30 метров. Среди девушек лучшей после квалификации стала Туяна Дашидаржиева. Спортсмены, показавшие хорошие результаты сегодня, максимально упростили себе день завтрашний. Поскольку они сильнейшие спортсмены, они встретятся со слабейшими. То есть, согласно олимпийской сетке, мы будем завтра стрелять лучший с худшим. То есть, первое место с 16-м, второе с 15-м и так далее. Ну, есть спортсмены, которые со средним результатом, которые в центре, они, получается, будут стрелять с теми же спортсменами того же самого уровня. Завтра решающий день соревнований. И у якутских лучников есть реальные шансы на призовые места. Так что с утра на стадионе «Юность» болеем за наших.